COVID-19 стал причиной ограничения деятельности учреждений культуры и отмены множества культурно-массовых и спортивных мероприятий. Однако находчивые работники культуры и организаторы переместились в виртуальное пространство и теперь не дают скучать населению на самоизоляции, проводя в режиме онлайн всевозможные челленджи, флешмобы, конкурсы и мастер-классы. Обзор самых интересных онлайн-проектов Хангаласского улуса смотрите прямо сейчас. Ребятки, это я, Арулхан. И это танцевальный флешмоб. Если ты любишь ТикТок, книги или лайки, то погнали! Это юный житель села Кердем Арылхан Лебедев призывает принять участие в онлайн-флешмобе, который проводит его мама Нюргуяна Лебедева, библиотекарь второй Жемконской модельной библиотеки. Онлайн-флешмоб «ТикТок» и лайк с любимой книгой рассчитан на дошкольников и школьников, носит развлекательный характер и в то же время напоминает детям о необходимости чтения книг. Для участия нужно отснять короткий видеоролик при помощи популярных приложений «ТикТок» или лайк, при этом держа в руках свою любимую книгу. А почему флешмоб, а не конкурс? Для того, чтобы у маленьких читателей не возникло чувство соперничества по сбору лайков. В флешмобе приняли участие около 30 детей из разных улусов города Якутска, Покровска и даже Санкт-Петербурга. Сейчас в основном дети предпочитают художественную литературу – якутскую, русскую, зарубежную. Мне было очень приятно, что флешмоб вызвал интерес такого количества детей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников за активное участие и проявленный интерес. Заявки еще поступают. Можете присоединиться к флешмобу. Условия можете найти на странице в Instagram Кердем Библ или по хэштегу ТикТок Лайк Книга. Всем желаю не скучать, провести время с пользой на позитивной ноте. Будьте здоровы! С момента ввода режима самоизоляции целую череду онлайн-конкурсов с розыгрышем призов провел женский клуб города Покровска. Члены клуба – женщины с активной жизненной позицией, которые любят проводить свое свободное время с пользой. Начиналось все с творческих мастер-классов, затем члены женского клуба стали помогать в организации городских мероприятий, заниматься благотворительностью и завели аккаунт в Instagram, где стали проводить всевозможные внутриклубные конкурсы. Ну, конечно, все равно надо понимать, что члены нашего клуба – это женщины, а не мамы. У нас очень много многодетных матерей в нашем клубе. И сейчас, в дни самоизоляции, первоочередным стал доступ для детей. И для нашего клуба тоже одна из задач стала искать новые способы. Один из первых конкурсов внутри женского клуба, а вернее среди актива, мы провели внутриклубный онлайн-конкурс «Наша победа», посвященная празднованию 75-летия победы Великой Отечественной войны. Конкурс ориентирован был только на актив, женщин и их детей, где рассказывали стихи, рассказывали про прадедов-фронтовиков, ветеранов. «Дорогая мама», — вывел паренек, рядышком с окопом полевой цветок. Белая ромашка, как из мирных дней, золотая пчелка копошится в ней. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. На минах танки подрывались, солдаты насмерть там сражались. И в 18 лет свои за нас отдали жизнь они. Дети рисовали рисунки «Война глазами детей» и делали открытки аппликациями с пожеланиями для ветеранов. Посчитали, что все возможно, и продолжили работу в таком же направлении. Как раз приближался праздник Пасхи. Мы решили провести несложный розыгрыш с участием спонсоров. Это тоже члены нашего клуба Винокурова Нюргуяна и Вера Гребнева, которые любезно предоставили призы, за что им большая благодарность. Розыгрыш включал в себя пасхальный декор, где участников задача была
сфотографировать пасхальную композицию и пасхальные ангелы. Это конкурс рисунков среди детей на тему Пасха. Но сейчас мы также продолжаем искать новые способы досуга в формате онлайн к 1 мая, к 9 мая. Если раньше участие в конкурсе необходимым было присутствие человека, то сейчас нам кажется, что есть преимущество в том, что это доступность. С любого населенного пункта можно принять в наших конкурсах и розыгрышах участие, сэкономив время и деньги. Нам же, членам женского клуба, в дни самоизоляции, немного не хватает личного общения, ведь известно, что при личном контакте рождаются хорошие идеи. Но мы над этим работаем. Желаем всем не унывать и хорошего настроения. В этом месяце должен был состояться 8-й по счету фестиваль подледной рыбалки «Лена Фест» в память о заядлом рыбаке из города Покровска Евгении Гребневе. В прежние годы мероприятие проходило в местности Чайка на участке реки Лена под Покровском. Участие принимали десятки команд, состоящие из отца и сына. Но коронавирус внес свои коррективы, и организаторы нынче решили переформатировать фестиваль в фотоконкурс. Мы, семья Гребневых, совместно с администрацией города Покровска, а также Совет отцов в лице Владимирова Сергея Семеновича, решили провести онлайн-конкурс в Инстаграм. На сегодняшний день уже приняли участие порядка 50 человек. Среди них женщины, а также и дети. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить следующие условия. Первое условие. Это самое главное условие. Необходимо выложить фотографии на открытой странице с подледной рыбалки с кратким описанием, где поймали, что поймали и как, при каких обстоятельствах. Фотография не обязательно должна быть 2020 года. Можно использовать фотографию 2010 года и так далее. Следующее условие. Необходимо подписаться на страницу Покровск онлайн и добавить хэштег «LenaFest 2020». Также у нас разыгрывается номинация дополнительная «Отец и сын». Пока готовился данный репортаж, фотоконкурс завершился. За лучшее фото с подледной рыбалки вручили 10 тысяч рублей, за второе место 5 тысяч. Еще 9 участникам достались поощрительные призы. Творческие онлайн-мастер-классы проводит во время режима самоизоляции семья Соловьевых из села Титары. Олег, Варвара и их сын Игорь переехали из Якутска в отдаленное село Хангаласского Улуса около 2 лет назад. Они занимаются изготовлением традиционных якутских сувениров и аксессуаров, в том числе снежных очков чарапчи. Изделия затем реализуют по всей России, в Америке, Канаде, Европе, Японии и других странах. Во время карантина мы все с семьей занимаемся творческой деятельностью, так как все собрались вместе и каждый день можем проводить время вместе. Также готовим, играем, и в основном занимаемся творчеством, рисуем, делаем поделки, свои сувенирчики. И выкладываем все это в Инстаграм. Сейчас народ весь сидит в Инстаграме, поэтому там живо интересуются, пишут, спрашивают. Мать семейства Варвара Соловьева работает в местном доме культуры Эркеи, руководителем клубных формирований. После перехода учреждений культуры на дистанционный формат работы она решила подстроиться под новые реалии и снимать на видео свои мастер-классы, методические рекомендации для размещения в социальных сетях. Варвару поддержал муж и записал свой мастер-класс «Роспись по ткани». После публикации первого видео мастер-класса население проявило интерес, пошли встречные вопросы и работа закипела. Затем уже пошли следующие видеозанятия.
На данное время записано и проведено 8 виртуальных занятий по различным темам. Например, мастер-класс по изготовлению украшений из цветного металла, росписи по ткани, по различным техникам вышивания и так далее. Сейчас готовим еще несколько видео с участием мастеров-художников, членов Союза художников России. Онлайн-мастер-классы от семьи Соловьевых и других рукодельниц села Титары можно посмотреть на странице Дома культуры РК в Инстаграме. К слову, Инстаграм является самой популярной платформой среди учреждений культуры Хангаласского улуса для проведения онлайн-мероприятий. Сейчас каждое учреждение культуры ищет свое место в виртуальном пространстве, разрабатывая уникальные онлайн-проекты. Но все же в данное время основной темой всех проводимых акций, конкурсов, флешмобов является Великий День Победы. Конечно же, у нас в приоритете стоит мероприятие, посвященное 75-летию Победы. Этим у нас очень хорошо информацию преподносит и мероприятие проводит наш Улусный краеведческий музей имени Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Они запустили у нас 3 недели назад акцию «75 лет Победы» с хэштегом «Помним Хангаласы», где каждый хангаласец может разместить фотографию со своими дедушками, бабушками, описать их боевой путь, их награды, и все это опубликовать в инстаграм-страничке с хэштегом «75 лет Победы. Помним Хангаласы». Также у нас планируется, вернее, сейчас идет конкурс под названием «Песни наших дедов и отцов». Конкурс под названием «Кыи Рогуя» – это для исполнения тоюка. Нашими коллегами, учреждениями культуры наших наследников уже запущены несколько видеороликов о своих жителях, о своих земляках, участниках Великой Отечественной войны. Некоторые центры культуры уже запустили эти видеоролики, и сейчас мы ожидаем еще вот несколько тоже видеороликов от других наших учреждений культуры. Тут еще я бы хотела отметить, что учреждения культуры, они проводят свои онлайн-конкурсы, онлайн-викторины не только для нашего своего улуса, да, но и также для детей, для взрослого поколения уже других улусов, то есть принимают участие у нас из других улусов нашей необъятной республики. Ну, что сказать, сидя дома, мы работаем. Я считаю, что у меня коллеги справляются. Я считаю, что наши земляки довольны онлайн-режимом, онлайн-работой наших учреждений культуры. И я благодарю своих коллег, и я благодарю наших руководителей. Ну и считаю, что тот федеральный проект, национальный проект культура, да, цифровая культура, у нас очень хорошо реализуется. Конечно же, это во всем имеет большую роль человеческий фактор. Разбираться во всех интернет-ресурсах, разбираться в информационных ресурсах, быть мобильным, оперативным и уметь подавать это для своих жителей. Так что культура Хангаласского улуса работает удаленно, в онлайн-режиме, сидим дома, не скучаем.